Здравствуйте, меня зовут Чумакова Дарья, ученик класса МОУТЛ номер 24. Мой проект «Якутский подснежник. Символ стойкости и первой любви». В республике 2004 года, 18 мая, празднуется День подснежника Нюрбухун Куне. Этот праздник стал доброй традицией якутян. Подснежник – первый цветок, оживающий после долгой суровой северной зимы. Для народа Саха Нюрбухун является символом стойкости и первой любви. Мой проект направлен на изучение представителя Красной книги подснежника, поэтому надо приложить все усилия, чтобы эта красота радовала не только нас, но и будущие поколения. Цель моего проекта – наблюдать за ростом, цветением, развитием подснежника, установить период цветения подснежника, сделать искусственный цветок подснежника из фоамирана. Задача проекта представлена на слайде. Объект исследования. Первый цветок подснежник, предмет исследования, процесс наблюдения за ростом подснежника. Подснежник – растение, которое занесено в Красную книгу, а значит, его нужно беречь и охранять. Я считаю, можно научить детей быть заботливыми, добрыми, ответственными по отношению к природе. Весной мы отправились искать места, где может расти подснежник. Я увидела маленький пушистый беленький комочек под лиственницей, выросший совсем один. Я решила наблюдать за ростом цветения подснежника. Начала свое наблюдение с 15 мая 2021 года, завела дневник наблюдений. В дневнике писала дату, температуру воздуха и осадки. Затем подснежника от бутона до открытого цветка прошло 7 дней. Период цветения подснежника составил 19 дней. Чтобы любоваться ими круглый год, я решила сделать цветок подснежника из фоамирана. Так он никогда не сбросит свои удивительные лепестки и будет украшать мою квартиру круглый год. Для изготовления подснежника нам понадобится фоамиран, ножницы, пыльца, флок-пудра, термопистолет, пастель, утюг, тейп-лента, проволока, клей ПВА. Цветок будет состоять из 2 рядов. Из фоамирана вырезаем лепестки. При помощи утюга истончаем листы фоамирана. Нагретый предварительно фоамиран плотно прижимаю к молду. Для тонировки использую пастель масляную. К флористической проволоке приклею небольшой кусочек фиолетового. Это будет пестик. Далее беру тычинки с мелкими головками, обклеиваю ими пестик. К серединке по кругу приклеиваю 6 лепестков. Чашелистик нагреваю, придаю форму. Теперь необходимо собрать все листики в одну веточку. Смаживаю на цветок с той же стороны клеем ПВА, немного развею с водой. С помощью флакона выдуваю флок-пудру. Ворсинки на мои подснежники. Собираю все цветы в цветочную композицию. Экономическая оценка составила 1286 рублей 86 копеек. Изучив материал, я узнала, что подснежники растут не только в наших краях, но и во всем мире, и названия в разных странах тоже разные. Также узнала их разновидности, знакомилась с внешними видами, провела наблюдение, установила сроки цветения от бутона до отмирания цветка. Прочитав разные литературы якутских поэтов, пришла к выводу, что подснежник имеет большое значение в якутской культуре как символ надежды, красоты, молодости, и в то же время символ силы, побеждающий все препятствия. Я познакомилась с удивительным первым весенним цветком подснежником, выполнила его из фоамирана. Чтобы сохранить подснежники в природе, надо помнить о том, что их осталось мало, и не скрывать скромный букетик. Спасибо за внимание.